Всем привет! Этим роликом мы откроем серию видео о нашей синтетической системе тренировок. Мы расскажем, для кого она предназначена, почему так важно заниматься спортом с собаками и как появилась наша система тренировок. А во втором видео, которое пойдет буквально сразу за этим, мы коснемся основных базовых принципов построения тренировочного плана для любых спортсменов и в особенности для спортсменов на выносливость. Итак, давайте начнем. Для кого же предназначена наша система? Я думаю, все вы наблюдали такую картину, а возможно и сами являетесь ее участником, когда ваша собака, мы будем говорить для примера про бега борзых, всю зиму проводит на диване, и вот вы радостно выезжаете в поле, выпускаете собаку за курсинговой машинкой, она бегает, резвится, выкладывается полностью. Но в 4 года она перестает показывать какой-то результат. 4 года это не возраст для собаки, но результаты все падают и падают и падают. А чего же это происходит? Это происходит по одной простой причине. У всех у нас, и у животных, и у человека, есть определенные адаптационные свойства организма. Грубо говоря, тот запас прочности, который дан нам на экстремальные ситуации. И именно этим запасом мы пользуемся, когда бездумно начинаем заниматься спортом, потом вновь бросаем, начинаем, бросаем и попадаем в такой замкнутый круг. И человек изнашивается, и собака достаточно быстро, потому что тратится этот ресурс. Но что же делать? А выход, естественно, есть. Выход есть в систематических тренировках. И наша система ориентирована прежде всего на городских жителей. Мы сами являемся городскими жителями. Поэтому нам знакомы проблемы городского жителя, зачастую во многом лишенного физических нагрузок тех, которых получают жители сельской местности, горной, я не знаю. Прежде всего, город, он диктует свои законы. Мы замкнуты в эти коробки, и мы мало движемся. И отличным выходом, вообще способом подарить себе долголетие, сформировать здоровый организм являются тренировки, являются физкультура и спорт. Но не так легко найти партнера для спорта. Многие люди не интересуются этим. Не так найти партнера, подходящего вам по уровню. И вот здесь, на мой взгляд, очень такой палочкой-выручалочкой является спорт с собаками. Смотрите сами. Спорт — это вообще одна из наиболее честных сфер жизни человека. Здесь нельзя лгать. Нельзя лгать самому себе, нельзя лгать никому. Вы показываете тот результат, на который вы достойны. Но многие, тренируясь с другими людьми, заставляют себя бежать больше и дольше, чем им это надо. Втягивают живот, задерживают дыхание, чтобы казаться круче, чем они есть. Когда вы бегаете с собакой, занимаетесь спортом, вашим тренировочным партнером является собака, это все не важно. Собака априори физически сильнее вас. Но вы можете быть честны с ней, она честна с вами, вы любите друг друга, принимаете друг друга такими, какие вы есть, и находитесь в гармонии между собой и с природой. И это замечательно. Но есть одно но. Нужен дисциплинирующий фактор. Конечно, некоторые люди могут дисциплинированно заниматься спортом и без какого-то пинка. Но большинству из нас, это данность, нужен какой-то пинок. И этим пинком является участие в соревнованиях. Очень важно участвовать в соревнованиях. Соревнования — это как раз то, что вставит все точки над «и». Участвуя в соревнованиях, вы выявляете свой текущий уровень. Соревнования заставляют вас выходить и в дождь, и в снег, и в град, грубо говоря, и заниматься по вашему тренировочному плану. Соревнования заставляют думать и анализировать над тем, что вы делаете, как вы делаете, и каким результатом это приводит. Но чтобы готовить себя и свою собаку к участию в соревнованиях, нужно подходить системно. В наших бегах борзых практически информация закрыта о том, как тренировать собак. А вот мы решили, что информация должна быть открыта. Вообще, одной из главных задач человека является накопление и развитие знаний, но также и воспроизведение знаний. Если я поделюсь с вами знаниями, то их у меня не убудет. Наоборот, если мы будем получать от вас фидбэк, если мы будем вместе работать над развитием нашей системы, а вы впоследствии увидите, что система очень гибкая и легко подходит для всех, кто занимается тем или иным видом деятельности. То есть это может быть любой спорт с собаками, не обязательно курсинг, это может быть и аджилити, и фрисби, и
скейтджоринг, байкджоринг и все что угодно. Эта система, прежде всего, позволяет проложить вектор вашего развития, заложить базовые принципы и реализовать их. Поэтому вы можете гибко подстраивать ее. Уже появилась эта система. Конечно же, она появилась не из головы. Многие спортсмены на выносливость, сотни, есть тысяч человек, если не миллионы, занимаются систематически по базовым принципам, которые я изложу чуть позднее во втором нашем видео. Только не все знают, что они используют эти принципы, хотя многие именно разумно следуют этим принципам. Мы изучали открытые источники по некоторым видам спорта на выносливость. Мы беседовали с тренерами, мы беседовали с опытными борзятниками, изучали материалы на английском языке. И вот сейчас, в результате двухлетней работы, мы готовы представить вам уже практически готовую систему, которая реально работает, реально проверена. Как вы знаете, мы участвуем в соревнованиях, и вы можете посмотреть, что на всех наших соревнованиях собаки великолепно готовы физически, прекрасно себя проявляют, и нет никаких проблем именно с физподготовкой. Думаю, вкратце можно завершить наш рассказ об этой системе и уже дальше перейти к конкретике. Я надеюсь, что вы заинтересовались ей, что вы посмотрите наши дальнейшие ролики, что вы заболеете так же спортом, как болеем и мы. Я желаю вам спортивных и творческих успехов. Спасибо за внимание. Всем пока.